Тогда у меня к тебе встречный вопрос. Почему Грузия должна входить в состав Российской Федерации? Грузия это не деревня, не поселок. Это государство, которое формировалось не 1000 лет. Есть своя история, свои порядки, конституция, законы, народ в конце концов. И следующее, знаешь, что немаловажное. У нас в Абхазии есть множество проблем. Но есть одна такая проблема, о которой практически не хотят говорить. А это то, что сегодня никто не думает в Абхазии, как стать частью всемирного общества. Все только говорят о войне, о том, что было, хотят прийти убить, там, истребить, там, забрать Абхазию и все. Но никто не думает о будущем. И настолько сегодня эта пропаганда въелась в наши молодые головы, что даже в хорошем мы начинаем видеть плохое. И почему я это сейчас говорю? Обратите внимание, когда руководство Грузии выступает и говорит о том, что есть какие-то планы, есть какие-то проекты, как отстраивать Абхазию, как налаживать отношения, как строить совместное будущее, вы начинаете на все это агрессировать. Якобы это неприемлемо, для абхазов это не нужно. Как не нужно? А как же будущее наших детей? Это все нужно. Но когда российская сторона что-то делает в Абхазии, и все это идет в противорез Абхазии, то есть какие-то части Абхазии уходят, так скажем, в пользу России, бизнес уходит, да, крупные стратегические объекты, вы все молчите. Вы даже не обращаете на то внимание, что оппозиция, либо народ, когда говорит о этих проблемах, их просто давят. Причем это делают со стороны Российской Федерации. И вас это устраивает. Поэтому я и говорю, что сегодня в хорошем вы начинаете видеть плохое, а в плохом вы видите хорошее. И как дальше жить, как дальше выстраивать нормальные отношения, даже если не с окружающим миром, то хотя бы внутри Абхазии.